Добрый день, добрый вечер, дорогие любители спорта, дорогие телезрители. Сегодня, в преддверии, нашего любимого турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина, в гостях мы пригласили нашего коллегу, известного комментатора, народного комментатора Степана Крыжановского. Степан, добрый вечер. Добрый вечер. Как долетели? Долетел на самом деле очень прекрасно, хорошо. Между перелетами маленькое время было. Ну, в принципе, дорога хоть и заняла у меня практически сутки, но в Якутию меня ничто не останавливает. Лететь, какая бы тяжелая дорога ни была, она всегда хорошо переносится, когда в преддверии ты знаешь, что будет такой международный грандиозный турнир Коркина Дмитрия Петровича. В третий раз, да? Да, в третий раз, на самом деле, вот с 22 года, как Да. меня начали приглашать на Коркина, 22 год, где у нас серебряную борцовку завоевал, да, так голосованием зрителям выиграл Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион. В 23-м Виктор Рассадин, да, за Витю, кстати, хотелось бы сразу сказать, так переживали на стримах за него, 2 раза финал Азии вышел и чуть-чуть подкачал, сильно переживали, конечно, за него. На самом деле, последний раз, когда с Ахматалиевым боролся, думал то, что должен побеждать, ну, чуть-чуть подвел, ну, ничего страшного. Вот. А на Олимпиаде, кстати, прошел хорошего и грека, который стал чемпионом мира вообще. И с ним очень хорошо довольно отборолся. Вот 23-й тоже уже билеты, все у меня было в 24-м году. Да. И заболел таким детским вирусом, называется Коксаки. На самом деле взрослые им не болеют. Шанс заболеть им 1 на миллион. 1 на миллион. В Краснодаре как раз население 2 миллиона. Как раз я и еще один человек заболел. И пришлось как раз, где Аббас Гаджи стал чемпионом, да, и заработал, вот, по мнению большинства зрителей, серебряную борцовку, пришлось пропустить. Ну, а 25-й год не мог это событие пропустить, поэтому с большим удовольствием у вас в студии. Да, ну вы вообще появились, из ниоткуда в 2020 году на чемпионате Европы, впервые провели стрим, попробовали, и пошло вверх. С тех пор, за 5 лет вы стали большим специалистом, мне кажется, в вольной борьбе, вы сейчас сказали, допустим, наверное, один из ведущих специалистов, экспертов, да. Да. Какие ожидания от турнира нынешнего года? Спасибо, Александр, кстати, за теплые слова. Да, все начиналось просто как хобби. Вот, я всегда следил еще за схватками там Виктора Лебедева, да, всегда там наблюдал, следил за его схватками, всегда чемпионат России смотрел и Рыгинский турнир наблюдал. И вот просто в один прекрасный момент в 2020 году появилось желание запустить трансляцию, посмотреть. И на эту трансляцию подключилось 13 тысяч человек. Это очень большой. Я был в шоке, на самом деле. Сообщения летели. А я в домашней форме, можно сказать, там в маечке, сижу, картошку жареную кушаю, не понимаю, люди пишут, все что-то пишут, вот. Ну, просто как дома сидел, запустил. А потом это чуть, конечно, уже профессионально началось. Все равно вот, почему называют народный комментатор? Меньше каких-то сложных аббревиатур. Все по-простому, по-простецкому. У нас, как вот на стриме, большая борцовская аудитория, такая большая семья. Вот. А у народного комментатора, есть хейтеры? Хейтеры. Но они на самом деле вот много пишут. Удивительно, что вот мало хейтеров на самом деле. Может, с одной стороны, это и плохо, потому что, говорят, хейтеры — это двигатель прогресса своего. Но у меня на самом деле, может, один человек напишет, из-за такой онлайн или из-за, когда много людей, я считаю, то, что практически нету их, хейтеров. Степан, я знаю, что у вас есть основная работа, Вы, директор, скажем так, строительной компании, которая занимается ремонтом. Занимаюсь ремонтами квартир. И больше известно как комментатор, какая, считаете, сейчас основная для вас, стезя, скажем? Стройка, это вот именно с чего я начинал, с этой целью я и вот с Дальнего Востока, с Комсомольска-на-Амуре переезжал с целью в Краснодар, потому что там застройки очень сильно развиты, с этой целью я и переезжал, потому что знаю, что там на заборе напиши, ремонтом занимаюсь, и тебе будут по объявлению звонить, потому что там застроек очень много, колоссально город застраивается, вот. Но сейчас, на самом деле, уже тот пик наступил, когда вот именно основная работа, она чуть сдвигается. Даже, вот можно сказать, больше контента выкладывается именно на какие-то борцовские сообщества. Вот, и как-то я втянулся сюда.
Вот сейчас даже вот приехал на Коркинский турнир, а все пишут: Степан, а ты будешь комментировать, а ты будешь? Я говорю, я вам ссылку скину обязательно, где можете посмотреть турнир Коркина Дмитрия Петровича. Но что вот я там с Вебкой там был для вас вот так в домашней атмосфере, к сожалению, нет. Да, ну и сразу надо сказать, что нашим телезрителям, что Степан у нас будет комментировать, да? Да. Мы вместе да, будем мы вместе комментировать. будем комментировать турнир Коркина, ну, предварительные и финальные схватки в том числе тоже. Ну и сразу мы скажем, что мы идем в прямом эфире. Дорогие телезрители, можете нам позвонить, ну и спросить у Степана свои интересные вопросы. Номер 32 11 66, 32 11 66. Степан, ты сказал, что родом из Комсомольска на Амуре. Мы, да, это, то есть дальневосточник. Тебе сколько лет? 37. 37, да? То есть, получается, в 90-х годах, да, ты застал, вот, я вот недавно смотрел нашумевший сериал «Лихие», смотрел? Ага. «Лихие» нет, я пропустил, я чуть-чуть с этим, то, что меня, ну, там, в детстве я это видел в этом городе, поэтому я чуть абстрагировался, особо вот направлен по спорту, по борьбе, ну, какие-то сериалы, конечно, смотрю, но вот «Лихие» все, вот, кстати, в Якутии смотрю, дальневосточники, все-таки, да, уже не первый, ты, кстати, Александр спросил про этот сериал, приеду, наверное, надо будет себе галочку поставить, посмотреть этот сериал. Ну вот Комсомольск на Амуре, да, не самый борцовский регион, наверное, на карте России, да, но все-таки твой первый вид спорта — это борьба. Да, это как, вот так именно вышло? была, да, греко-римская, я ровно 1 год отзанимался, и потом перешел на вольную. Там уже хоть тренерский штаб нас куда-то возил, там в Хабаровск, в Благовещенск, Тында, на какие-то Ковер-Бама, какие-то соревнования. Мне удавалось городские соревнования выиграть, Хабаровский край, я в сборную Хабаровского края входил. Но когда попадал на национальное первенство, то народ Саха мне никак не давал пройти. Всегда меня то 10-0 выиграли, то туше мне сделают. Я вообще вот... У меня сейчас мечта, кстати, поделюсь в эфире со зрителем, чтоб мой сын выиграл Сахалара. Хоть одна, говорю, сын, исполни папину мечту. Ну, я знаю, что у тебя 4 сыновей. Да. Который из них, ну, борется, да? Да, в любом случае, борцовская база — это самая основная. Понятно, что конкуренция в этом виде спорта очень колоссальная, большая. Как говорится, не каждому стать чемпионом, но в любом случае в этом виде спорта они получат дисциплину, получат такие качества мужские. Поэтому я считаю, что все 4 сына у меня пройдут именно через вольную борьбу, через ковер. Да. Вот. Ну, мы всегда смотрим, ну, трансляции, да, в том числе и ваши стримы, и мы замечаем, что вы очень так беспристрастно, да, болеете за якутских борцов. Это вот заметно сразу. И откуда появилась такая любовь? Вот, очень интересно. Так, сразу хочу поделиться. Вот телезрителям, все, кто в эфире, хочу передать, во-первых, огромный привет, сказать огромный махтал за вашу поддержку. На самом деле, вот с 2020 года я начал транслировать, и в 2022 году как раз меня первый народ, первая борцовская республика, которая вот так вживую меня заметила и позвала вживую комментировать, это именно был народ Саха. Именно вы первые позвали меня на свою борцовскую территорию, связались со мной. Я сразу говорю: слушайте, у меня это образование нет, там комментатора, дикции, может, какие-то слова-паразиты есть, еще что-то. Степан, не переживай, мы все твои эфиры смотрим, руководство наблюдает, приезжай. Как бы доверили, я считаю, доверить турнир Коркина Дмитрия Петровича — это высокая ответственность на самом деле. И это честь большая для любого комментатора отстримить, откомментировать такой турнир от А до Я на телевидении. Поэтому огромное спасибо за доверие и вот то, что приглашаете на протяжении уже 4 лет. Я приезжаю к вам с большим удовольствием. Вот, и огромный махтал народу Саха за такую поддержку. Многие группы, я знаю, что у вас вот именно соцсети сильно развиты. Если какая-то новость выйдет, она быстро, моментально разносится по всем соцсетям. Поэтому очень приятно то, что поддерживаете. Ну, ты стримишь большинство крупных соревнований, да? По вольной борьбе, по греко-римской. В последнее время то по женской тоже началось. Да, женскую я вот... Первое время я тоже женскую прям не пропускал, но я думаю, что женской борьбой я посидею раньше времени, потому что они вот все до четвертьфинала выходят, до полуфинала, и потом все проигрывают разом. Ни одного финала нет. Я там переживаю, болею сильно, и прям
нервы на пределе, поэтому решил, буду только вот какие-то такие крупные турниры. Мир обязательно поддержу женскую команду, там, Олимпиаду, что-то крупное такое транслировать. Твой любимый борец, скажем, который сейчас выступает? На самом деле, вот хочу поделиться с самый вот такой борец, который это был Асар Хамидович Сайтиев, к сожалению, ушел от нас, да, трехкратный олимпийский чемпион. Этот человек, который при своих должностях находил время мне после эфира позвонить, просто поинтересоваться, как дела, сказать спасибо за эфир. Не каждый так позвонит. Олимпийские чемпионы, ну, кто вот так позвонит? А этот человек находил время, связывался по видеосвязи со мной, благодарил за эфир, благодарил, что я делаю для борьбы. Для меня это на самом деле очень ценно было. Каждый его разговор давал мне мотивацию, давал мне наставления. А вы знаете, любое выступление Асара Хамидовича, это как, ну, отдельное искусство на самом деле, как какая-то цитата от него. Поэтому я думаю, в памяти он меня всегда и как лучший борец, и вот человек, который при таких должностях, при своих регалиях меня всегда поддерживал, писал, звонил. Вот ему огромная за это благодарность. Вот. Ну, а из ныне же, которые борются, из звезд, кто тебе... Многих ты знаешь лично? Да, конечно, многих лично знаю, много с какими борцами именно подружился, с ихними семьями, потому что в основном борец он на ковре, ему особо трансляцию некогда смотреть. А я когда приезжаю, уже даже захожу в дом в гости кому-то, начинаю что-то говорить: «О, Степан комментатор!» Уже по голосу просто узнают меня, поэтому, конечно, многие. Мне очень сильно нравится, если брать в каждом регионе борца, вот с Дагестана, Аббас Гаджимагомедов. Вот после победы в финале над Рамазаном Ферзалиевым, какой это у нас год был, или 21-й, или 20-й, ну, вроде 21-й год, и вот у него такая в 61, королевская, может так сказать, он не на долгое серия время... Побед да, была, серия побед была, и он вот долгое время никому не проигрывал. Там мог один турнир проиграть какой-то, уступить, ну, потом взять матч-реванш, но на протяжении долгих лет никому. И вот сейчас он хорошо, кстати, закрепился в 65, и уже и физическую форму там набирает. Поэтому, ну, конечно, с Саха-Якутии, на самом деле, я очень сильно наблюдаю за Олегом Фоминым. Вот, он на самом деле набирает. Довольно неожиданно, да? Да, довольно, да. Ну, капитан команды, нельзя, конечно, о нем не сказать. Константин Капранов очень радует. Кстати, я жду противостояния Курбан Шираев и Константин Капранов. Если я сейчас не ошибаюсь, у них сейчас счет 2-2. Да. 2-2, что-то такое, вот равный счет. И сейчас вот следующая схватка будет еще прям очень принципиальная. Кто вот лидерство займет, выйдет вперед. Вот последний турнир был, где Константин Капранов уступил в Осетии, и братьев Хадарцевых во Владикавказе проходил. Вот. Лев Павлов, конечно, сунтарский представитель наш, поэтому за ним наблюдая. С Осетии, конечно, это Заурбек Седаков, Артур Найфонов. Вот. Борцов много, просто даже боишься кого-то, ну, не то что не упомянуть, а забыть. Вот. В каждом регионе есть вот прям свои такие борцы, за кем вот наблюдаю, нравится и... Ну, темперамент ихний, нравится общение. Все борцы, они, ну, очень дружелюбные, очень воспитанные, очень такие, ну, не зазнайки, как бы говорят, при своих регалиях, да, все равно очень тепло всегда встречают. Это очень приятно. Так, ну, чемпионат Европы, допустим, да, чемпионат мира, Олимпиада проходят параллельно, ну, очень интересные схватки. Вот какую выбрать, как решаешь, допустим, да? И либо мнение вот болельщиков, либо личное мнение, либо вот как это происходит, мне это очень интересно. Да, вот болельщиков на самом деле я пытался слушать. Ну, вот, допустим, большинство смотрю, но все равно же будут люди, кто там из Дагестана, с Осетии, писать там своего борца. Я сейчас принял такое решение, что просто оставляю вот на 3 коврах, чтобы мы увидели. Если, допустим, борется один борец из Дагестана, там с Якутии, легионер или наш борец, мы его спокойно на один большой экран вставляем и смотрим на большом экране. Но если это параллельно наш борец там и легионер, мы оставляем полностью на 2 экранах, что, как говорится, в тесноте да не в обиде. Пусть это будет чуть поменьше, но зато
болельщики там Саха-Якутии за своим понаблюдают параллельно и посмотрят. Я думаю, Саха-Якутия и за своих, конечно, болеет, но это болельщики большие. И этот народ, который умеет болеть и поддерживать не только вот своих болельщиков, но и других. И вообще любой республике я желаю таких болельщиков, как народ Саха. Потому что это именно те болельщики, какой бы часовой пояс не был, московский, не московский. Если в сетке будет один ихний спортсмен, надо будет им на работу, не надо будет. Они до конца будут сидеть и смотреть. Их ничего не остановит. Есть такое, это вот эта преданность, любовь к борьбе от народа, это, конечно, очень сильно. Прям вот каждому региону борцовскому желаю вот таких болельщиков, таких. Да, ну, я уверен, что ты анализировал, да, предстоящий турнир Коркина, весовые категории, участников, сколько стран, ну, наиболее сильные конкуренцию, в какой весовой категории, да. Какие ожидания вот предстоящего турнира, какой вес тебе наиболее интересен, может? Ну, так как я сказал, то, что я сейчас в последнее время тоже и за Олегом Фоминым начал следить, это у него настоящий уже переход в олимпийскую такую весовую категорию, в королевскую, как ее называют, 74 килограмма. Будем за ней наблюдать. Виктор Осадин у нас 70, да. Чемпион у нас Александр Авилов, да, будет тоже бороться. Он прошлогодний турнир выиграл, чемпионом стал. И сейчас будет, да, титул защищать Лев Павлов. Поэтому все весовые категории интересно. Конечно, будет интересно пересечение с японцами, смотреть, у кого по сетке японцы есть, там 61, 57. Интересно, как они, потому что японцы это на самом деле всегда темная лошадка. Это непредсказуемые соперники, имена которых мы вообще не знаем. Ну и на последнем чемпионате, да, произвели. Да, они же общекомандные первые места уже занимают. Это держава уже, с которой, я считаю, надо пример брать. Один парень у меня, знакомый, подписчик, он мне рассказывал, что он ездил в Японию и смотрел, как тренируются японцы. И вот именно женская, они же колоссально первые места, они с большим отрывом, это номер 1. И он говорит, вот что именно мужчины, сборная мужчин в Японии берут пример, как женщины тренируются. Приходят на тренировки и прям пример женщин берут. Как они там проводят тренировки, как тренируются, закаляются. Вот. И сейчас мы видим, что это уже держава, она вперед начала вырываться. И очень интересно здесь состав. Хоть и привезли там молодежный, второй номер состав, но я уверен, что любой может очень хорошо отбороться. Мы вспоминаем там чемпионаты Азии, чемпионат мира. Приезжает какой-то японец с таким именем, который, в принципе, мало кто знает, да? Вот. И он становится чемпионом. Поэтому каждое имя японское, это как темная лошадка. Каждый может показать хорошую борьбу. Будем следить, набирать, тем более у них под руководством, да, чемпиона мира. Юка у нас. Такахаши. Да, интересно, очень сам выступал он в Якутске в 2019 году на Кубке мира. И, кстати, он в весовой мы встречались, Михаил Дмитриевич нас звал на обед, и мы встречались там в комнате. Он такой же и остался. Маленький вес не добрал, вроде тренера уже чуть там крепчают, уже рацион, ну, не поддерживают, там могут кушать. А он прям практически в такой же весовой категории остался. Поэтому под таким руководителем, тренерским штабом, я думаю, ждем хорошее выступление от Японии. Вот именно, думаю, и мы с тобой сделаем, наверное, да, акцент над, когда Саха-Якутия будут с японцами выходить, как-то вот освещать больше вот этот момент. Именно такое международное противостояние Саха-Якутии, России и Японии. Степан, вот тебя мы знаем как комментатора по вольной борьбе, но в последнее время ты несколько раз, да, провел стримы и по смешанным единоборствам, да, из турниров UFC. Да, вот, кстати, это вот попросили, вот то, что все равно в борьбе много знакомишься и с руководством, и заслуженными тренерами других видов спорта, и они вот, наблюдают за трансляциями, и сам формат многим видам спорта нравится. Я вот и с главным тренером тоже и по кикбоксингу из Дагестана там общался, он говорит, Степан, в любой момент тебя ждем, вот такой формат, вот тейквондо, ребята попросили меня откомментировать. У них мир вообще проходит один раз в 2 года. Если по вольной борьбе, по многим видам спорта мы видим каждый год чемпионат мира, то по тейквондо, именно олимпийскому, он проходит один раз в 2 года. И вот настояли, чтобы провел. Было тяжелое время для меня, потому что проходил этот чемпионат мира UC Китай. И мне в 3 ночи каждый на протяжении 7 недель. Кстати, рекордное количество было 182 страны участвовало. Если мы возьмем, допустим, борьба, там в районе 50 стран, то вот сколько тейквондо заняло? 180 чем-то стран. 180 стран плюс 2 страны под нейтральными атлетами. Да, это Беларусь, Россия. Очень интересно было, вот попросили, откомментировал. А бои, это сами борцы, они же сами смотрят бои. Многие там из Дагестана там являются чемпионами UFC. И
многие как бы просят Степана откомментирую. Вот последние 2 стрима провел. Вот. Ну и как? В смысле, проблемы были там, ну, с правилами там? Не, особо нет. Я вот больше как вот именно Эмоции, да? передача эмоций, да, Да, все да, верно, да. ты, Александр, сказал, именно передача эмоций. И потихоньку, так же, как я и начинал в борьбе, я-то правила уже забыл, у меня там вообще другие правила по борьбе. Я постепенно смотрел правила, кто-то там в чате писал, подсказывал, вот так, Степан, вот так, и чуть информация уже копилась. Не было такого, что я достал правила вольной борьбы, и там вот на 2020 год там зазубрил, прочитал. Все по ходу, там судья напишет, тренер напишет. И вот так люди писали, профессионалы там с разных регионов писали. Степан, ну здесь такая, допустим, оценка, здесь такой момент вот так оценивается. Здесь вот такой момент был. И все это вот накапливается. И сейчас и по UFC уже больше начало получаться. Сейчас вот 25 числа поеду в Нальчик комментировать уже бои. Позвали. Откомментировать вживую. Прямо вживую, да? Прям вживую будет большой карты. Как Брюс Баффер, прямо в октагоне или как? Не, именно как мы с тобой будем Коркина. Пока не такой уровень. Пока скромненько я лучше буду прятаться где-то там, а за мониторчиком сидеть. Вот. Ну, в дальнейшем посмотрим. Ну, борьба — это для меня все равно номер 1. Поэтому болельщики вольной борьбы пусть не думают, что я там разрываюсь, еще как-то. Просто стараюсь кого-то, если просят уже знакомые люди, друзья, какой-то вид спорта поддержать, откомментировать. Я ко всем тепло отношусь, поэтому и называют народный комментатор. Для меня нет там каких-то определенно плохих наций. Как говорится, в каждой нации есть свои плохие и хорошие люди, поэтому для меня вот человек. Одна нация, человек. Это самое главное. У Степана комментатора, да, есть такая, ну, мечта или какое-то желание, да, чтобы откомментировать какой-то супер, ну, финал Олимпиады или что ты видишь, в общем, вот пик комментаторства? В чем? Пик? Ну, Олимпийские игры я на самом деле комментировал, вот такое все комментировал, и мир, это уже как по наитию идет, все эти чемпионаты. Меня на самом деле устраивает. Вот все как идет, особо какая, ну, мечта есть, конечно, чтобы популяризировать борьбу, да, чтобы больше приходило народу, чтобы больше детей записывалось на этот прекрасный, да, мужской вид спорта как-то, чтобы просто было движение вверх, чтобы был прогресс, вот. А так, что от меня требуется, ну, я по максимуму, я вот даже вот как-то расписываю и живые поездки, и чтобы не теряться, чтобы люди вот не теряли, там вот 3 месяца выбираю какие-то живые поездки, и чтоб я в онлайне дома тоже комментировал, оставляю. Вот, хотел спросить, да, вот ты в основном дома сидишь и стримишь, да? Да. И иногда выезжаешь на соревнования в качестве гостя или комментатора. Вот как тебе лучше сидеть дома и комментировать или смотреть вот... Ну, дома комментировать как свои тарелки. Вот. Потому что вот когда особенно в гости приглашают, на самом деле я подхожу, стараюсь очень ответственно подойти к делу. Допустим, Коркина я вообще даже не выхожу. Я вот как сел комментировать, пока гонга нет, от звонка до звонка, как говорится. Я сижу, комментирую максимально все. Поэтому как-то не хочу и из эфира выходить, и максимально вот поддерживать. Поэтому ответственность. Дома ты более так раскрепощенно. Здесь все равно ответственность, люди. Но это надо комбинировать. Надо живые поездки комбинировать и эфиры. Я считаю, вот знакомиться, чтобы ты больше знал. Вот как улусы я начал подтягивать. Различные дагестанские районы, там где аварцы проживают, где лезгины проживают, там нации. Хоть Дагестан это тоже это один народ, но дагестанцы все равно их они особо не любят, то, что их там делят на национальности. Ну, иногда это просто как можно упомянуть. Вот, но это все равно один братский народ, дагестанцы. Вот мы с тобой ехали на эфир, да, тоже разговорились, и ты много упомянул, да, Чурапча, Сунтар, Нюрба. Вот откуда это все? Вот? Это вот так, просто память. Зрительная память на стриме там написали, там Никита Хабаров, Момская стена. Вот там Лев Павлов, Сунтарский район, там, допустим, Фомин, Чурапча, да? И мы знаем, что Чурапчинский район на протяжении уже многих лет, пока по общему командному зачету, они по вольной борьбе первые места общекомандные занимают. Ну да. Вот, поэтому интересно самому просто учить. Вот это. Как-то вот не то, что вот опять сел, потому что мне и много книг дарят именно про культуру, про традиции, про улусы. Если бы я сел это заучил, я просто, все бы знал. А это просто вот запоминается уже. Нету цели прям заучить. Один написал, второй запомнил, и потихонечку уже база запоминается. Ну, мы сказали, что по борьбу, про смешанное единоборство, тайквондо. Какой вид спорта ты бы еще хотел вот, продвинуть, можно сказать, да?
Ну, прокомментировать или... Прокомментировать, на самом деле, я бы хотел, и надеюсь, в ближайшем будущем это займу, это какую-то национальную борьбу. Типа Хуреш, Хапсагай, что-то такое. Потому что мне нравится, вот ты как ездил на первый чемпионат мира по Хапсагай, я знаю, что этот вид в Якутске очень сильно любят, да? Я не знаю, если так опрос проводить... запишем, да? Да, что займет первое место, вольная борьба или Хапсагай? Ты вот сам как считаешь, если какой-то опрос бы? В Якутии? В Якутии. Ну, думаю, борьба, да. Борьба, да? Там Всё-таки. статус выше, но чемпион по Хапсагаю как статус народного, да, скажем так. Народный, да, как? чемпиона, да. Поэтому вот планирую какой-то вот или тувинскую борьбу запустить, или бурятскую, ну что-то вот такое национальное. В Тыве у вас большой праздник проходит, Да. такие прям колоссальные праздники спортивные. Вот что-то национальное, узконаправленную какую-то борьбу. Сильно отделяться, ну, от других видов спорта. Хочу что-то, элементы, чтобы борьбы были. Но что-то народное, национальное такое. Есть у меня в планах. Интересно, да. Ну, я знаю, что ты лично знаком со многими известными борцами. Тебя даже приглашали на свадьбу, да? Да. Ну вот какая свадьба или какое-то событие, вот, допустим, такой интересный момент тебе запомнился больше всего, да? Ну, свадьбы, на самом деле, я вот когда в Дагестан начал ездить, их к олимпийскому чемпиону Ахмеду Тажудинову ездил, к Шамилю Мамедову ездил. Вот. Свадьбы, конечно, они, ну, запоминаются. В Якутии тебя не приглашали? В Якутии нет. Надо, кстати, побывать на якутской свадьбе. Надо с борцами поговорить, у кого там ближайшая свадьба. Я приеду обязательно. Вот. На якутскую свадьбу надо побывать, узнать свои традиции. Там очень интересно. Все так, я думаю, много спортсменов, и я думаю, и из Якутии были на дагестанских, в кавказской такой тематике, очень интересно. Это, ну, не как там русские свадьбы, допустим, проводят. Это чуть своя такая культура. Такие свадьбы очень сильно запоминаются. Поэтому... Мы еще раз напоминаем, что мы находимся в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию. Телефон 32 11 66. Ну и вопросы Степану Крыжановскому, нашему комментатору. Вот. Ну, Степан, что я хотел еще спросить. Чемпионат России в следующем году тоже будет в июне. Что он, как думаешь, какие, ну что несет, вот, допустим, до Олимпиады 2 года еще? Ну, чемпионат России у нас всегда конкурентный проходит. На самом деле, вот очень обидно за многие регионы. Вот этот чемпионат России, я думаю, для всех регионов довольно так плачевно сложился. Последний чемпионат Последний России, да. чемпионат 9, России. 9 это у золотых. нас в Дагестан уехала. И одна Тыва у нас забрала. Просто вот так смотришь, да? Много борцовских, хороших, талантливых ребят. Ну, Дагестан, он, ну, внес уже, как можно сказать, в книгу рекордов Гиннесса, такую рекорд поставил. Чемпионат России при высокой конкуренции. И 9 золотых медалей забрал. Я думаю, сейчас тренерскому штабу каждого региона, борцовских регионов, есть над чем работать. Я думаю, в следующем году, вот, который будет у нас, не допустят такого и подойдут в более оптимальной форме. Проведут работу над Тебе ошибкой. удобнее, да, допустим, стримить чемпионат России, внутренний старт, да, где, ну, почти все свои, или международные соревнования, где, ну, российские борцы, сборная России и, допустим, наши легионеры, да? Я думаю, международные, потому что там и, ну, тут уже как бы защищает именно честь своего там региона, своей страны, своего флага, там, своего гимна, хоть мы сейчас и под нейтральными атлетами, но я стараюсь на стриме вот и гимн где-то включить, и такую атмосферу создать, поэтому все-таки считаю, что, ну, международные, потому что вот состав, который вот там 10 спортсменов, которые именно едут уже, прошли мощнейший отбор, а в России мы знаем, что это отбор сильнейший, то что ребята там, кто на пьедестале, 2, 3, 2, 3, 1 место, все достойны туда, там, на Европу, там, еще куда-то поехать, и все могут хорошо выступить. Поэтому все-таки международные соревнования. Так. Вы сказали, что, ну, в детстве боролись, да? И с якутскими борцами. Может, пару фамилий назовете, чтобы сейчас Да. они вспомнили. Вот, Степан. Я не помню, но я помню, кому я проиграл. Проходят такие игры, я не помню, как они, как вот дальневосточная спартакиада. Школьник. Школьника, Да. да. Каждый спортсмен
сильнейший со своего региона. Да. И я Дальневосточный этап называется. Да, Дальневосток. Я был с Хабаровского края, там мы как раз вот в Хабаровске жили, там сборы проходили перед вылетом, как раз соревнования в Благовещенске проходили. Сильнейший с Якутска, там, Камчатка, Сахалин, Приморский край. Я не помню, но парню помню, я проиграл, у него на руке 3 икса, наколка была. 3 икса? 3 икс. Может, кто-то вспомнит, мне интересно будет. Да. Взрослый он уже, конечно, вот это мне запомнилось. Потому что, в мое время, там, в детстве, наколка такое, конечно, я запомнил, у него прям XXX было набито. Это, получается, он 88-го года, да? Да, 88-90, вот так возьмем. Да. Да, там вот 2 года где-то разница, так 88-90, 90-й год боролся. Ну, да, допустим, многие спортсмены, да, которые приезжают в Якутск из центра, у них встречаются с этим, со сложностями акклиматизации, смены часовых поясов. Вот ты на себе как почувствовал вот это? Ну, есть чуть-чуть. На самом деле, вот вчера я уже вечером чуть поспал, хотел чуть тоже походить там с борцами, с тренерским штабом, пообщаться, всех поприветствовать максимально как-то. Но чувствую то, что прямо это, сонливость такая, перелеты, все равно. Думаю, лучше перед турниром надо набраться сил, отоспаться, чтобы такой в полной боевой готовности уже подойти комментировать Коркинский турнир. Сложности есть, плюс возраст, поэтому, конечно, какие-то такие моменты. Кстати, пользуясь тоже случаем, хочу большой привет передать Дмитрию Егорову и его группе Коркина. Это тоже выдающийся у вас журналист. Также он и является учеником Коркина Дмитрия Петровича. Вот тоже эта группа так сильно всегда меня поддерживает, всегда на связи, всегда там общаемся, у друг друга всегда спрашиваем, как дела. Ну, как бы вот связь всегда с ними. Вот, не оставляем друг друга. Даже после турнира, как-то может где-то что-то забывается, а мы вот отношения всегда поддерживаем. Поэтому спасибо вам, Ахтал. Вы сказали, что прилетели, побывали в зале, в Триумфе, в гостинице, там, наверное, спортсмен. Как вообще ощущается предчувствие, да, праздника борьбы? Всегда, чувствуется, да? Конечно, чувствуется 100%. Мне что нравится в Якутске, то что вот организация на высшем уровне, никогда ничего в попыхах не делается, все как бы заранее подходится, еще время есть, но уже зал практически готов, мне это нравится, все на высшем уровне готово, чувствуется атмосфера борьбы, атмосфера такого предстоящего праздника борьбы. Вот. И вот с каждым годом приезжаю и смотрю, Триумф, он прям ЦСП Триумф развивается. Такие залы шикарные, вот тренировочную зону для борцов сделали, ковры, ремонт, подсветки, ТВ везде поставили, столовую там отремонтировали, все комнаты, гостиничный комплекс. Видно то, что вот для борцов вот эти, даже вот вроде оно в мелочах, но очень приятно. Шкафчики вот эти, где там написано Константин, там Капронов, Лев Павлов, очень же приятно. Твой личный шкафчик с твоим именем. Все вот такая нотка, вот интересно задумана. Где-нибудь еще видел? Нигде. Причем у футболистов, наверное, да? Да, вот только, кстати, вот Краснодар, где ты, кстати, недавно был на матче в Краснодаре, следил за тобой, из Сочи у тебя там тоже все по футболу было. Очень, конечно, это ценно, я думаю, для спортсменов, то, что так и не только борцы, как я понимаю, есть и все лидеры, да, всех видов спорта. И там по боксу у вас, я думаю, боксеры, да, такие же шкафчики у них есть там. Ну, лидеры республики, да, для них как бы такие условия. Очень интересно, а так вот чувствую подъем, развитие, ЦСП, Триумф, вот. Но чемпионат России чуть надо вот на следующем хорошо выступить. Я смотрю, сейчас много тоже и молодых у вас ребят включились во взрослую борьбу, много талантов, поэтому, думаю, подойдут в хорошей форме на чемпионат России. Турнир Коркина закончится, мы отработаем, все нормально. Но дальше какие планы у тебя? Ближайшие, скажем. Ближайший, вот этот месяц у меня загруженный. Я поеду вот в Нальчик. У меня там турнир, вот то, что я говорил, по ММА откомментировать, смешанные единоборства. Потом поеду в Дагестан, в Юждак. Поеду в село Ахты. Вот. Там откомментирую детский турнир. И потом оттуда сразу 30-го Лига Бросок. Поэтому вот так вот 3 турнира таких. Грубо говоря, вот вот до конца месяца все расписано практически каждый день, поэтому, в принципе, семью не увижу. Буду так налетами. Приехал, руки пожал, детей поцеловал, и все, и дальше в путь дорогу дальше. А как дети, жена относятся вообще? Жена,
Стараюсь им тоже, вот когда приезжаю, максимально с ними время провести, с детьми, они тоже у меня все спортами занимаются, там и походить, и на зарядку, там и лапы где-то подержать, максимально с ними время провести, потому что... Но я не так часто, это вот последнее время часто, и вот так месяц вышел, потому что я вот себе ставлю, допустим, квартал беру, 1 месяц можно плотно поездить, 2 месяца все-таки дома посидеть, покомментировать какие-то. Сейчас впереди у нас исламские игры, которые тоже такой значимый турнир, Да. тоже отбор хочу вот покомментировать в декабре, будем смотреть. Вот, что-то, уже буду дома спокойно отдыхать, с семьей рядышком. Ну, а мы будем смотреть, наверное, за стримом, да? Конечно, буду вас ждать большим удовольствием, весь народ Саха. В Якутске ты в 3-й раз, да? В 4-й. В 4-й, да. Да, Ну, должен быть 5 раз. 1 раз просто я был в город Мирный. ну да. Но, наверное, вот в середине ноября впервые застал, да, такой холод. Сегодня сколько? Минус 25 было, да? Минус 25, но, насколько я слышал, для вас это сейчас теплая погода. Это очень, да. Да, в это время у вас уже там под минус 40, уже такие морозы довольно серьезные. Вот, ну и сейчас погода обманчивая. Кто-то тепло одевается, думает, что тепло там, поэтому заболеть легко. Поэтому всем тепло одеваться, даже в такое время. Я вот вроде дальневосточник, вырос в Комсомольске, у нас там, конечно, минус 50, там минус 55, такого нет, но минус 40 доходила температура, и как бы к холодам я привыкший. Всегда идешь там откуда-то со школы, там с тренировки, всегда там варежка, лицо придерживаешь там. Ну, быстро это отвыкаешь, привыкаешь к хорошему. В Краснодаре это теплая погода, у нас там если снег выпадает, то там все дети бегут, там снеговиков лепить, в окошко смотришь, снега нету, одни снеговики. Поэтому снег у нас редкость, если он выпадает, его сразу используют. Вот, и в Якутске наслаждаешься этим моментом, хруст вот этого снега. И я вот прошелся вчера до магазина, вот этот ваш национальный якутский напиток, бырпах купить. Бырпах, да. Да, и я в шоке был, щеки приморозил, чуть-чуть так холодновато, хотя я подготовился, шапку одел, там носки теплые, подштанники, так вооружился, думаю, все, я в полной боевой готовности, пошел. Небольшое расстояние прошел, а на самом деле Метров замерз. 400, наверное, да? Да, 400-500, полкилометра прошел и чуть-чуть в шоке был. Пришел уже, смотрю, щеки обмороженные. Вот. Надо готовиться, поэтому все, кто в Якутск прилетаете, ни в коем случае нельзя недооценивать эту погоду. Поэтому одевайтесь тепло. Ну, Степан, наш эфир подходит к концу, да? И ваши пожелания турниру, спортсменам, болельщикам якутским. Так, ну начнем со спортсменов. Самое главное спортсменам — это без травмы, чтобы все хорошо отборолись. Зная, что якутские борцы — это волевые борцы, будут даже между собой много схваток, будет первые это волевые, будут зарубаться, до последнего балла бороться. Ну, самое главное, чтобы все пошло без травм, потому что в дальнейшем довольно многие старты важные, тоже и Коркина — это очень важный старт. Здесь 12 стран. Надо посмотреть, да, вроде дают мастера спорта международного класса, там по участникам, там по количеству спортсменов. Болельщикам хочу пожелать, чтобы вот это эмоции, впечатление от турнира осталось на всю жизнь у них, чтобы они могли вспоминать этот Коркинский турнир с большим удовольствием. Вот, вспоминать где-то в узком кругу, обсуждать, вспоминать моменты 2025 Коркина, кто стал лучшим борцом, какие захватывающие схватки, чтобы они остались довольными. Вот. Ну и чтобы тренерский штаб, который вел своих учеников, чтобы они не подвели их и заняли высшую ступень пьедестала. Всем так хорошего просмотра, а мы с тобой постараемся максимально откомментировать, передать атмосферу, что творится на ковре. Ну, спасибо, Степан. И мы послезавтра, да, в субботу у нас турнир начинается, международный турнир Коркина. Тех, кто живет в Якутске, мы приглашаем на Дворец спорта «Триумф», а те, кто не сможет, и в других регионах мы приглашаем на наши эфиры. Да, приглашаем на эфиры всем зрителям НВК Саха. Передаем пламенный привет, Уруя и Хал. Приходите, конечно, если есть возможность, приходите в Триумф, в ЦСП Триумф, всех будем рады видеть. А так, все есть для зрителя, можно ТВ, можно радио, все будет освещаться на высшем уровне. Всем удачи и добра, друзья.